Перш за ўсё, саджанцы плануецца высадзіць на тэрыторыях, якія патрабуюць абнаўлення, таксама ў новых мікрараёнах жылых забудоў. Восенню будзе зроблены акцэнт на азеляненне менавіта гэтых участкаў. Маладыя саджанцы ўпрыгожаць такія вуліцы, як Дамковская, Ливаневскага, а таксама паўднёва-заходні мікрараён нумар 5. Сейчас стартовал также период осуществления компенсационных посадок взамен удаляемых объектов растительного мира. Нашей организации заключено более 20 договоров с организациями на осуществление данных видов посадок, по которым мы обязуемся высадить более 4000 деревьев, также около 150 кустарников. Данные посадки будут проводиться на городских территориях, территориях общего пользования, а также на территориях учреждений образования и здравоохранения. Клен, липа, рябина и бяроза. Ассортимент по оформлению зеленых зон стандартный, але якасный и разностайный. Галоўная устойлівасць да гарадскіх умоў асяроддзя. Высаджаныя дрэвы і кусты насычаюць атмасферу кислородом, а таксама затрымліваюць распаўсюджанне пылу и газаў. Основные условия – это правильность посадки, то есть мы должны выбрать благоприятные погодные условия. На сегодняшний момент они уже наступили, то есть это отсутствие вегетации, скажем так, окончание периода вегетации, когда деревья в состоянии покоя, скажем так. Ну и должный уход, то есть это полив и содержание, скажем так, и приствольных лунок, и подвязка тех же деревьев. У планах спецыялістаў прадпрыемства до конца года высадзіць каля 30 тысяч дрэў и 15 тысяч кустоў. Объем працы вялікі, але выканальны. На сегодняшний день мы высадили около 27 тысяч деревьев, это по городу Бресту, это за весенний период, и более 10 тысяч кустарника. Я считаю, что это серьезный план. В этом году мы, наверное, больше, чем за 10 лет предыдущих высадим в этом году зеленых насаждений. Задумаў па азеляненні горада шмат, які месцаў, якія маюць патрэбу напаўнення зялёнымі насаджэннямі. Юлія Селюк, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».